Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы будем с вами вновь творить красоту. Обратите внимание, вот такую красивейшую этажерку для фруктов, десертов сегодня мы сделаем, собственно говоря, в течение нашего эфира. Из чего это делается, как это делается и каков вообще сам процесс, узнаем сегодня. И в этом мне поможет художник. Это Анна Пермякова. Она является не просто художником, а как это правильно? Смоленистом. Художник-смоленист. Смоленист. Есть и такая у нас специальность, как художник-смоленист. Действительно, ни для кого, наверное, не секрет, что это такое. Это этажерка из эпоксидной смолы с натуральными сухоцветами. Сегодня вот будем делать именно такую. Сухоцветы мы сами собирали собственными руками, засушивали. Это местные все растения, и их мы будем сегодня заливать в смолу. Да, действительно, те, кто следят за нашей программой, наверное, уже знакомы с таким материалом, как эпоксидная смола, да, и, собственно говоря, здесь в любом случае нужен человек, который в этом что-то понимает, потому что все-таки вещь опасная и достаточно такая, нелегкая, да, в работе. Нужно приноровиться. Ну, давайте не будем задерживать наших телезрителей и покажем, что нам для этого сегодня пригодится. Так, значит, мастер-класс у нас начинается с легкого инструктажа по безопасности сначала, а потом мы будем уже заливать. Сейчас вкратце расскажу про технику безопасности. Значит, заливать мы будем специальной арт-смолой для рисования. У нас максимальная толщина заливки такой смолой 1 сантиметр. Смола у нас бывает разная. Бывает смола вуд, смола, ювелирная смола. Она разделяется по назначению тоже. У нас это именно арт-смола. Значит, смешивается она всегда с отвердителем. То есть у нас есть А и Б. Без друг друга они не могут существовать. Они всегда в тандеме заливаются. То есть, если мы просто смолу нальем, не застынет, просто отвердитель, то тоже не застынет. Смешиваются они в определенных пропорциях, это важно. И если мы нарушим пропорции, то изделие получится с браком. Поэтому я за этим слежу и сама в правильных пропорциях все разолью, чтобы брака не было. И по технике безопасности у нас лежат перчатки. Мы обязательно работаем в перчатках и также работаем обязательно в масках. Потому что смола, когда вступает в реакцию с отвердителем, она выделяет газ, которым нежелательно дышать, так как может возникнуть аллергия. В перчатках мы работаем также во избежание аллергий возможных. И также по противопоказаниям у нас это беременность и период грудного кормления. То есть нельзя, да? Да. Детям тоже имеется противопоказание. Тем, кто еще совсем маленький, не рекомендуется данный мастер-класс. От 6 лет можно с родителями выполнять мелкие заливки на нашем мастер-классе. Например, какие-то брелочки и маленькие какие-то детальки, украшения. И давайте, наверное, начнем. Только вам нужно сначала собрать волосы, чтобы у нас ничего лишнего не попало в наше изделие. А я начну разливать смолу. Так, маску мы сейчас надеваем? Да, маску надеваем сразу, как только начинаем работать со смолой. Так. Надеюсь, качество звука не пострадает. Да, мы сейчас пошуршим тут немножко. Да, интересно, меня хорошо будет слышно, нет? Ну да, сегодня простительно, потому что работа действительно опасная, да? Хорошо, ну вот то самое соотношение, да, вот того отвердителя, да, и непосредственно смолы, да? Да, у нас получается 2 части смолы и 1 часть отвердителя. На этажерку у нас уйдет 300 грамм смолы. То есть у нас будет 200 это смола и 100 отвердитель. Я вам сейчас налью, а вы будете перемешивать. Хорошо. Сначала обязательно взбалтываем, чтобы у нас ничего там, никакого осадка лишнего не было. А что может пойти не так, вот если соотношение, да, говоришь, может не застыть, да? Прям полностью все равно застынет, но может остаться, например, липкой или в каких-то частях сморщиться и там уже не застыть и быть как желе. Поэтому обязательно пропорции учитываются. Итак, 200 грамм, да, смолы? 200 смолы и 100 отвердителя.
А вообще прелесть работы вот Со с эпоксидом, смолой. да, в чем? Ну, наверное, в том, что можно сделать все, что угодно. То есть нету никаких ограничений. На что хватит фантазии, то можно сообразить. Можно заливать столы те же самые, но там используется другая уже смола, конечно. Ну, может быть, видели, как делают слэбы дерева и как будто бы река. Да, да, да. Вот это тоже эпоксидная смола. Какие-то делают еще украшения, да? Украшения, часы, картины, ну, все что угодно. Подставки для телефонов, кольца, То есть такой куча интересный всего. материал, да, который Да. из себя... Вот, нет. И вот, сейчас мы будем перемешивать. У нас большое количество смолы, поэтому мешать будем 7 минут, чтобы тщательно размешать. Тщательно размешать нужно обязательно, чтобы также у нас изделие не получилось с браком. Прям вот так вот берете со всех стенок, везде перемешиваете. Ну, я думаю, у нас получится. Еще прям ровно 7 минут, да? Не больше, не меньше. Ну, это как бы уже такое наше по опыту, А, чтобы уже наверняка перемешать. Пока можем разложить цветочки, которые мы будем с вами делать. какая красота, да? Да, только они очень хрупкие, поэтому будем все делать очень аккуратно. Можно различные добавки использовать, красители, зеркальную крошку, стеклянную крошку. Ну, то есть, как я говорила, все что угодно можно залить. Это вот вы сами ходите, собираете, сушите все, да? Да. Красоту такую. Выложим сразу, чтобы нам потом не копошиться долго. Тем временем я активно Да, правильно. активно размешиваю смолу, как мне и сказала Анна, нужно со стенок все снять. То, что появляются пузырьки сейчас в процессе, пусть вас это не пугает, они осядут немножко спустя несколько минут, а остальные пузырьки поверхностные мы убираем газовой горелкой в конце. То есть изделие у нас все равно будет прозрачным. Беру, чтобы не мешало. Так, какие еще добавим? Здесь уже полет фантазии, да? Да, да. Как распределить? Хуже не будет точно явно, да? Ну, все равно нужно хоть какая-то, чтобы композиция была минимальная. Ну, и даже если хаотично набросаем, все равно будет красиво. А вы сама профессиональная художница, да? Ну, я закончила институт культуры, но не здесь, в Тюмени. Я не местная. Я училась на дизайнера среды и графики. И вот, а сейчас А сейчас, да, как бы время идет, появляются новые техники, нужно развиваться, обучаться. Тем более техника молодая, и еще немного специалистов, которые этим занимаются, прям профессионально. И людям очень интересно, которые посещают да, сейчас прям мастер-классы. какой-то прям бум по эпоксидке, прям бум. Все Да. хотят, да? Ну, это же все равно Попробовать. не как рисование. Рисование все равно нужны какие-то минимальные навыки. Да. А тут это, как говорится, случайное искусство. Если вот брать картину, например. Ну, залил и залил, да? Получается абстракция, да, и в любом случае красиво. Наверное, не бывает такого, у кого не получается работать с эпоксидкой. От мала до велика у всех может получиться, Да. дорогие друзья, потому что, ну, действительно, просто главное соблюдать все правила и, соответственно, выбрать, что ты хочешь сотворить, да? Мгм. Рука не устала, еще Нет. 5 минут. Еще 5 минут? Это Отлично. самое сложное. Намешивать, да? Да, все всегда жалуются, что рука устает быстро. Ну, что поделать? Но пока я размешиваю, в принципе, Анна, вы можете, наверное, выкладывать красиво вот эти сухоцветы, потому что... нет. Нет? Мы сначала будем заливать, потом сухоцвет, потом еще раз заливать. Вон оно что. Да, не все так просто. А мы- Добавим еще серебряную фольгу сияющую. Тоже туда, в этажерку. Паталь называется. Мгм. Вообще, время застывания смолы
24 часа. Но так как у нас толстый слой будет смолы, заливка будет толстая, нужно, чтобы подольше полежала в молде. Это у нас силиконовый молд, кстати, я не сказала, Да? называется. Вот, дорогие друзья, силиконовый молд. Для смолы, да. И вот, чем дольше полежит, тем прочнее будет. Вообще максимальную прочность свою набирает через 2 недели. Но лучше 2 дня пусть полежит, и тогда она уже будет прям такая тверденькая и уже не будет деформироваться. Все. Итак, прошло 7 минут, наша смола готова, мы ее размешали с затвердителем, правильно? Отвердителем, да. Отвердителем. И далее какой Теперь процесс? берем палочку, убираем. Так. И чуть-чуть смолы отливаем в другой стаканчик, чтобы перемешать с паталью. И мы зальем ее как фоном. Паталь-то сюда кладется или Да, сюда? она кладется прям сразу в смолу. А. Мы сейчас маленький кусочек подцепим и прям туда. Вот так вот, да? Да. Так И будем перемешивать опять. бесстрашно как-то все. И она сама измельчится там, да? Да, в процессе перемешивания она измельчится. Все, перемешиваем. Ну, вот еще Волшебство чуть-чуть. происходит. А чем дольше перемешиваешь, тем меньше измельчается или не факт? Ну, не факт, как будете мешать. Да. Прям постарайтесь ее там разломать. А она может раствориться Нет. вообще? Раствориться точно не может. Ну, все, наверное. Достаточно, да? Мгм. И теперь будем выливать в молд. По чуть-чуть выливаем в каждый молд. С этого, с маленького? С маленького. Мгм. По чуть-чуть. Не бойтесь. Мгм. Вы меня остановите. Стоп. Другой. Стоп. Остаток. И можно прям стаканчик поставить туда, чтобы стекло все. А самое интересное, что вы лично делали из смолы, вот то, что прям душа запомнила ваша. Какой-то, может быть, заказ был, или, может, для себя что-то сделали. Стол. Стол? К себе домой, да. Я представляю, сколько туда нужно было литров, да? Ну Да. Эпоксидной смолы, да? Да, очень много смолы ушло, очень плохо пахло дома, пока оно сохло, но результат был классный, конечно, и по сей день радует. И все, кто приходит в гости, всегда спрашивают: вау, вы где такой стол Это вот эта купили?» столешница, да? Да, столешницу чисто заливали. Так, если у нас тут осталось Ничего. немножко дырочки, ничего Ага, страшного. ничего. Теперь уже начнем выкладывать цветочки. Можете брать вот отсюда цветочки и куда хотите выкладывать, и прям в смолу утапливать. Нет, но с точки зрения художника, Ну, можно, они должны быть где-то в одной кучке или прям вот по всей... либо могут быть, допустим, по краю, либо могут хаотично, наоборот, разбросаны, да, как хочется. Да? Мгм. Вот в этом и прелесть, да, работы с эпоксидкой, что испортить здесь что-то вообще сложно, да? Да. Вообще Можно практически. ломать, если что, если сильно длинные. Ну, тут нормально. Можно ближе к центру, например, выложить где-то. Где-то наоборот, к краю. И разные веточки, листочки. Сухоцветы, да, это правильно? Ну да. Ну это тоже модное слово, а так просто гербарий, по идее. Гербарий, да. Ну, ювелирная работа, товарищи. Еще в этих перчатках, да? В перчатках, да, не очень удобно, но безопасность в этом случае превыше всего. Ну да, вот видно, когда художник собирает, и видно, когда не художник собирает. Когда просто бросила, да бросила, лежит и лежит. А мы должны его утопить, да, туда? Да, палочкой утопляем. Вот так вот туда. Ну, самое главное, цветы хорошо просушить перед тем, как класть в смолу. А как вы их, как по старинке, Ну да, по кладете в старинке. книжку? Да, мы так и делаем, Да? но бывает, когда плохо просушенные цветы, когда в них еще есть вода, там все Они такое. чернеют. Они, да, они сначала так красиво меняют цвет, кислотные становятся, но потом, когда застывает смола, они становятся завявшими, черными, такими уже непривлекательными. Ну Так. вот у вас красивая композиция, есть логика.
Ну, у вас тоже Да, красивая. да. В моей композиции нет логики, просто положила и забыла. Ну, тут уже не должно быть логики, тут уже просто визуально красиво. Да. Можно сиреневую добавить, тоже красиво будет. А вот здесь же у нас еще целое. И вот там тоже нужно все выложить. Можно вот так сюда еще, как букетик. Да, чтобы для красоты, да? Мгм. Что-то надо, мне кажется, побольше размером положить. Ну, так, ну Здесь можно. у нас же это 3-й уровень, Ну так да. сказать. Ну вот большие сейчас достанем. Длинные. Так, это не очень большая, да? Так и хочется снять перчатки, да? Нужно немножко потерпеть. Представляете, еще вот это достал. будет замечательный подарок, да, сделанный своими руками. Это во-первых, да. Во-вторых, это растение, которое можно собрать также, собственно говоря, своими руками. И Мгм. повтора не будет, да, этой работы, потому что, Да, ну, повторить практически невозможно. да. Вот такие есть побольше. Белые. А сейчас вот на вашей практике эпоксидкой сейчас увлекается кто больше, взрослые или дети? Одинаково на самом деле. Детям очень интересно. а, Как сейчас? Детям очень интересно эпоксидкой заниматься. Там заливать всякие украшения, например. Так как сейчас вот дети очень любят, например, аниме. Можно залить брелок с любым аниме-героем или там сережки сделать. Ну, тоже на что хватит фантазии. Чехол для телефона. А взрослые вот именно такие больше интерьерные большие работы любят делать. Часы, картины, подстаканники, подносы. И этим же всем можно потом пользоваться долгие годы. А вот это безопасно, кстати говоря, все-таки мы будем сюда же продукты складывать. Да, когда смола у нас полностью высыхает, она уже перестает быть опасной, то есть она не выделяет уже никакой вот этот вот вредный, да, газ, от которого мы сейчас защищаемся маской, перчатками. То есть теоретически ее можно использовать спокойненько, да? Да, можно. Пищевых. Только не греть в микроволновке. А, нельзя, да? Вот есть такая еще большая. А если у меня здесь нет смолы, я на что должна прилепить? Но она все равно прилепится, так что туда Кладите, да? поерзайте так ей. Хорошо. И можно сиреневую, чтобы тоже. Да, вот здесь. Да, где-нибудь. Здесь у нас на самом большом этаже, да, здесь у нас побольше будет растений. А на среднем уровне у нас только в одном конце. И в серединке. И на самом маленьком уровне у нас вот вся красота. Угу. Вот, отлично. То, что нужно было. Да, да, да. И все, теперь мы будем уже заливать поверх верхний слой. Но тут нужно следить, чтобы у нас по толщине примерно одинаково получилось. То есть контролировать процесс, не торопиться и заливать. А иначе будут разной толщины они, да? Да, будут разной толщины. И нехорошо будет, если будет очень тонкий. Поэтому, Поверх цветочков тоже? да, поверх цветочков тоже. Угу. Стоп. Стоп. Сюда. И ни у кого такой не будет больше. Да. Так, сюда давайте тоже. Ну вот вы поправляли, а я опять все Да, испортила. все цветы растеклись в разные стороны, обратно подсоберем их. Но тут такой процесс сложно проконтролировать, да, вот что положил все, и оно лежит в одном виде, нет? же? Ну да, все равно уезжает. Выплывают, уплывают они листочки, Мгм. всплывают. Так, сейчас толщину проверяем. Тут, в том конце. Угу. Так, вот эту можно на большую долить. Это вы на глаз, да? делаете? Нет, я палочкой мерю. Ну, на глаз тоже можно посмотреть. Вот, смотрим здесь,
сколько смолы по краю. А я вот их утопила, они опять всплывают. Я их утопила, они опять всплывают. Ну да, такое может быть. Ну, вообще, в конце потом, когда полностью у нас высыхает смола, мы еще можем покрыть дополнительно защитой, термозащитой и защитой от истираемости. То есть сделать еще поверх слой небольшой. Да, цветочки нужно утопить хорошенько. Ну, красиво получилось. Прям эко-стиль. Да, кстати говоря, сейчас же это модно, да? Да. И замечательно, что мы делаем ее прозрачной, да? А не вот с добавлением цвета, да? Всю красоту тогда не видно было бы, да? Ну да, если делать цветную, то лучше уже из добавок брать, например, стеклянные крошки. Можно их по краю положить, там в центр, тогда будет красиво. Если с цветами, мы можем только легонечко затонировать смолу, чтобы она была все равно прозрачной, но имела какой-то оттенок. Ну а так красота вся вот в этом и есть, да? В этих сухоцветах. И последний штрих мы с вами будем убирать горелкой пузыри. Ну, я сама, давайте, уберу. Давайте. Вот видите, лопаются пузырики маленькие. Или не видите, да? Видите, не видите. Тут тоже с горелкой нужно быть аккуратным, чтобы не поджечь смолу и окружение. Да. Поэтому вы не доверили это дело мне, решили обезопасить и себя, и меня. Ну, если бы мы подожгли этажерку, то у нас бы она бы стала такого янтарного цвета. И все. И теперь наше изделие в принципе готово. Мы ждем полного высыхания и потом уже будем приделывать фурнитуру. И все, в принципе, оставляем вот так неподвижно 24 часа минимум, потом можем перенести в другое место уже до полного высыхания. Все. Итак, дорогие друзья, первый такой этап, основной по изготовлению этажерки, да, из эпоксидной смолы с сухоцветами, пройден. Да. На ура. Оставляем это на 24 часа как минимум, а затем просто там уже останется дело за малым, просто собрать. Но Аня у нас подготовилась заранее, да? И она сделала аналогичные практически, да? Да. Уровни, и мы покажем просто, как собирается эта этажерка. Да, сейчас покажу. Мы оставляем нашу работу на 24 часа, но, конечно же, хотелось бы посмотреть, как в идеале это будет выглядеть через те самые 24 часа, да? Ну вот Аня до этого тоже сделала, да? Вот. Это вот самая большая часть. Тут у нас есть специальная фурнитура, ножка, на которую все наши детали прикрепляются. И сейчас я покажу, как собрать. Снизу мы прикручиваем вот болтик, который идет в комплекте, к нему прикручиваем первую ножку. Потом берем среднюю нашу. И то есть мы просто вынимаем из молдов, и она вот такая сразу, да? Мы как-то острые края мы должны как-то вообще можно зашкурить или что? Вот эти края можно для красоты покрасить в серебро, в золото. Можно, если где-то торчит острый, то чуть-чуть отпилить. Ну а так у нас тут, в принципе, ничего не цепляется, порезаться мы об нее не можем. То, что вот эти неровные края, это какая некая фишка такая, ну, да? Да. Опять же, огромный плюс нашей работы, потому что задумано так, чтобы все было криво-косо, да? Да. Все прикручиваем. И последнюю. И тут мы можем рисунок уже сами, как хотим, чтобы он с одной стороны весь был полностью или с разных сторон, то есть можем уже сами отрегулировать. И вуаля,
та самая уникальная этажерка под десерты, под фрукты готова. Мне кажется, это будет прекрасным подарком для ваших близких, это будет прекрасным предметом вашего интерьера, да, вот Да. выставишь на праздничный стол, и все в любом случае... Спросят, где взял. Да, где взял, а где купил? Не купил, а сделал собственными руками. Спасибо большое, Аня. Спасибо вам. Ну и мы не перестаем убеждаться в том, что творить может каждый. Главное было бы желание. И даже вот такой, как достаточно, как будто бы сложный материал, как эпоксидная смола, подвластен всем, да? То Да. есть захотел, пришел, увидел, победил. Да, Увидимся. до свидания.